хуторе Грушка Адыгейкhabylьского района продолжается капитальный ремонт здания, в котором помимо администрации, пункта связи и почты будут располагаться Дом культуры, зал торжественной регистрации брака и библиотека. Подробности в репортаже Екатерины Семеновой. Теперь в одном месте будет сосредоточена вся жизнь хутора Грушка и его жителей. А началось все в 2005 году, когда здание было куплено с аукциона. Тогда на первом этаже внутри сразу же сделали ремонт и отдали помещение под администрацию, пункт связи и почту. А на второй этаж денег не хватило. Но уже в 2014 году, благодаря спонсору в лице президента культурно-просветительского объединения Алашара Мусы Экзекова, на приобретение стройматериала было выделено около 1 миллиона рублей. А на общественном совете представители администрации предложили делать ремонт своими силами. И жители поддержали. Дело-то хорошее. Люди работают именно зная, что это все делается ради детей, ради наших аулов, которые здесь будут регистрировать свои браки, которые здесь будут проходить различные кружки художественной самодеятельности. И это будет действительно событием для жителей хутора. Дома культуры из-за пожара в Грушке нет с начала 90-х. А регистрировать брак молодым приходится ездить либо в Адыгейкhabylь, либо в другие районы республики. За более чем 40-летнее существование здание потеряло не только внешнюю привлекательность, но и эксплуатационные свойства. Поэтому работы начались с ремонта крыши и укрепления фундамента. Также установили пластиковые окна и двери. При входе сделали навес, а на прилегающей территории уложили тротуарную плитку. Как сообщает глава Грушкинского сельского поселения Артур Шхагошев, который курирует процесс, можно говорить о 75% готовности объекта. Когда уже будет тепло, мы уже начинаем штукатурку стен и навесной потолок. И в основном у нас здание будет готово, внутренняя работа, я имею в виду, осталось вот сайдинг и вот крыльцо вот это, навесик сделать и ограду. Бригада Заудина Джибабова, он сам, у нас самый опытный сварщик как бы в районе, и он будет нам делать красивую ограду. Это все бесплатно, безвозмездно, на чувствах патриотизма. Теперь вот занимаемся теплыми полами. Теплые полы предоставляет материал полностью Алашара. Котел нам приобрел депутат парламента Карданов Мурадин Султанович. Спасибо ему тоже огромное. И полностью материал нам предоставили, но будут делать за свой счет. Бригаду сам присылает наш земляк, который проживает в Черкесске, предприниматель Ионов Марат Мухарбеевич. Вот его бригада нам будут полностью вот эти полы ложить и подключать к отоплению. Вот так всем миром и делаются большие дела, шутят местные жители. А жизнь становится удобнее и наряднее. Сдача объектов в Грушке запланирована на начало мая в новом формате, 6 в 1. Администрация, пункт связи, почта, библиотека, ЗАГС, Дом культуры. Екатерина Семенова, Радмир Джибабов, Алибек Ешеров, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгейкhabylьский район.